Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Возобновит ли он общение с вами? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на мужчину, представьте его, назовите его по имени и задайте такой вопрос. Возобновит ли он, назовите его по имени, общение со мной? Также можете назвать себя по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, возобновит ли он общение с вами? Возобновит ли он общение с вами? Ох, непростая ситуация, прям непростая, очень сложная. Вы знаете, здесь помехи очень серьезные идут, очень серьезные. Причем как и с его стороны, так и с вашей стороны. Вы по-настоящему друг друга любили. Это была любовь, это было взаимное чувство. И это чувство, вот что бы ни произошло, что бы ни случилось между вами, оно просто так не уйдет. Нет. Человек может закрываться, отнекиваться, говорить, да нет, никогда, невозможно. На самом деле чувство есть. Только эти чувства где-то очень глубоко в душе, да, где-то вот с обратной стороны сердечко находится. Человек ваш, которого вы загадали, очень упрямый, очень такой, знаете, хочется сказать, пафосный, что ли, да? Вот, может быть, он и не хвастливый, но у него всегда какой-то вот прям юношеский максимализм, вот прям бурным цветом в нем цветет. И ему всегда хочется большего. Вот что бы он ни имел, что бы у него ни было, всегда хочу еще, хочу больше. Хочу, чтобы там все признавали, хочу, чтобы все уважали, чтобы всегда выполняли мою волю. Да? И не важно, если я самодур. То есть непростой человек, характер сложный. И знаете, вот такое впечатление, что у него это какая-то какой-то родовой сбой в программе идет. То есть, возможно, у него такой же был отец, либо дед, либо кто-то вот по мужской линии. То есть он повторяет чью-то судьбу, чью-то жизнь. То есть человек, можно даже так сказать, хочется сказать, перекати поле. То есть его все время манит дорога, манит путь. Он берется за дело, там, доводит его до половиночки, да, теряет к нему интерес, раз, все, что-то новое придумал, ура, побежали в другую сторону. Вы знаете, он сам по жизни мается из-за вот этой своей особенности. Но он с ней не борется. Вот это очень плохо. Не борется. Очень такой, знаете, вот, можно сказать, ведомый человек. Но ведется он на свои желания. Не, например, не на других людей, там, кто там его позвал, пошли со мной. Нет. Вот ему хочется, он делает. Ему не хочется, все, вы его и там бульдозером не сдвинете. Я вижу, что вы с ним намучились. Я вижу, что долго вот ждали от него, что повзрослеет, поумнеет, начнут как-то активничать, да, проявляться. Ну, как адекватный взрослый человек. Не дождались. Нервы сдали. Скорее всего, у вас сдали нервы, просто вот прям усталость от этого человека идет. Но сердце-то просит. Просит именно его, и любви с ним просит. У него то же самое. Но он вот под этой дурью, ну извините, что так говорю, но вот прям просится, да, которая у него там в одном месте играет, он может блокировать. Вы не такая, вы прямая и честная. Вы если любите, то любите, если нет, то нет. А он нет, он может, знаете, вот как жонглер, да, вот жонглировать своими чувствами и эмоциями. То есть, когда надо, он их прячет, когда надо, он их показывает. Он может, знаете, вот он хочет сказать, что он такой, знаете, вот искатель адреналина, острых впечатлений. Но эти острые впечатления должны быть все вот по таким соусам, что он главный. Вот он идет вот производителем этих, он сам от себя кайфует. Вот правильно, да. Этому человеку нужно время. Тут у него два пути. Один путь говорит о том, что он может себя загнать просто в какую-то вот ловушку, да, либо какой-то проступок совершить, достаточно серьезный такой, да, с суровым наказанием, либо попасть в какую-то неприятную очень историю, там, где прям, все потеряет. То есть и он будет взрослеть и становиться серьезным через очень серьезные испытания, такие жуткие испытания, я бы даже сказала. Если вдруг вы смотрите на мужчину, который был ваш, но по какой-то причине ушел к другой женщине,
Ну, знаете, что он уже все осознал. Там ему очень тяжело, там его на место поставили, рассказали, кто он, что он и чем он должен заниматься, его обязанности. Сожалеет очень сильно. Возможно, погнался за какой-то ресурсностью. Может быть, там женщина при деньгах, либо она его там чем-то прям приманила, да, может быть, там пообещала ему какие-нибудь там, я не знаю, суперутехи, да, в постели, может быть, ну, действительно какой-то соблазн, да, ну, на новизну соблазнился. Но у большинства отыграется вот как за деньгами побежал, за какой-то хорошей жизнью. Ничего там не получил, разочарование получил. Сейчас сидит, локти кусает. Но гордость не позволяет к вам идти. Вот как хотите. У кого-то отыграется, что мужчина, зная, что все в его руках, что нужно взять на себя ответственность, что нужно пробиваться, добиваться. Нет, он этого не делает. Он просто сидит и ждет, как говорится, у моря погоды. А время-то идет, время-то не резиновое. Вот этого не понимает. Знаете, его жизнь очень больно ударит еще, очень больно. Кого-то вот по свободе ударит, кого-то по здоровью, кого-то вот прям лишит всего. И тут два пути. Либо он, вот знаете, как злость такая возьмет его и говорит, я не сдамся, я буду заново все выстраивать, я буду заново себя создавать. Да, и человек поумнеет, поспокойнее станет, порассудительней. И тогда вы только у него в сердце. Он к вам пойдет. Потому что, ну, не дурак, он понимает, что с вами хорошо, что люблю я именно ее. И другой путь, когда человек может потерять абсолютно все, разочароваться в жизни и просто скатиться вот прям по наклонной к самому дну. Вот там уже никто его не спасет. Вы знаете, такое впечатление, что судьба-то непростая, но он сам ее вершит. Возможно, человек избежал каких-то очень сложных моментов, кто-то под смертью ходил и избежал смерти. Но тем не менее, вот даются ему уроки, ничему не учат. И ему эти уроки каждый раз усложняют. И, возможно, такая вот ситуация у него произойдет. И эта ситуация, возможно, вот либо это следующий год, либо через 2 года у него будет. То есть год, либо 3 года. Возобновит ли он общение с вами? Да, возобновит. Причем не так тут много уже осталось. У кого-то мужчина буквально со дня на день к вам обратиться с какой-то просьбой, либо с каким-то разговором. А у кого-то, возможно, в следующем месяце. Но он уже об этом очень много думал. И он хотел уже много раз вам что-то написать, может быть, позвонить. И каждый раз он себя одергивал. Потому что обидел вас, потому что знает, что вы не так просто отходите, что не так просто вы заслужите ваше прощение. У вас возобновление пойдет на какую-то тему, вот связанную с какими-то проблемами, с какими-то делами, возможно, там помощь, содействие, подсказки. Любовная тематика сейчас пока недоступна, потому что он гордый, вы гордая. То есть, если вы опять попробуете сойтись на любовной тематике, вы можете очень сильно поругаться. И он, зная ваш характер, такой железный характер, железной леди, он не рискнет. Он будет пробивать почву, он будет узнавать, что, как, с кем, кто рядом. Если он будет понимать, что вы одна, то он будет тянуть время. Он будет думать, никуда не денется, дождется. И если он почувствует, что есть угроза, что вот боится мужчина, с кем вы общаетесь, с кем у вас отношения, возможно, будут выстраиваться, вот тогда он будет себя проявлять. Но еще раз говорю, мужчина в сегодняшнем дне, он не готов, ни физически, ни морально, ни эмоционально, он не готов быть мужем и отцом семейства. Вот как хотите. Вот пройдет время, у кого-то год, у кого-то 3. Пережив самое страшное в своей жизни, он как переродится, понимаете, либо переродится, либо, извините меня, сгинет. То есть вот такие пути. Очень сложный человек, очень сложный. Знаете, такое впечатление, если бы я гадала вам на Таро, я представляю, да, что он бы вышел под нулевым арканом. Человек талантливый, человек незаурядный, харизматичный, мощный, но человек впустую тратит свою жизнь. Просто ее прожигает. В прямом смысле этого слова. И, с одной стороны, конечно, очень обидно, да, когда такие люди могли бы очень многого в жизни и добиться, и сделать, и для других, возможно, сделать. Но нет. Предпочитают вот такой фривольный образ жизни. А с другой стороны, это его жизнь, его судьба. Все в его руках.
К вам чувство есть, и у вас к нему есть. Быть этим чувством он решит. Здесь вы не решаете. Вы либо принимаете этого человека, либо отталкиваете. Но я вижу, что если он этого пожелает, да, он заслужит ваше прощение, он выпросит, вымолит это прощение, он знает, как это делать. Он в этом деле очень талантливый, кстати, умеет воздействовать. Но пока, еще раз говорю, он не готов. Отношения ваши возобновятся, но это будут какие-то дружеские отношения, какое-то такое, знаете, общение такое скользкое. Да, вроде как общаемся, но ни о чем. Стоит ли вам его ждать? Ну, решайте сами. Я вам сказала, что это непростой человек. Я не буду давать вам тут рекомендацию. Каждая решит для себя сама, исходя из своих чувств и своего ощущения. Мои дорогие, держитесь. Дождитесь, общение будет. Я не могу даже вам рекомендовать, как себя вести с этим человеком. Пусть вам ваша интуиция подскажет и ваше сердечко. На этом у меня все. Всем пока-пока.